преддверии Дня Победы курсанты Высшей школы милиции имени Героя Абхазии Виталия Смыр подготовили масштабное патриотическое представление, призванное почтить память героев Великой Отечественной войны и напомнить о важности сохранения мира. Выступление состоялось в актовом зале учебного заведения, в котором собрались преподаватели, сотрудники органов внутренних дел и курсанты школы. Всех присутствующих с наступающей знаменательной датой поздравил министр внутренних дел Роберт Киут. Такого рода знаковое событие никогда нельзя забывать, потому что борьба с фашизмом, которая велась, которая была завершена ценой многих миллионов людей, она должна всегда оставаться в наших, так скажем, сердцах. Мы всегда должны помнить о всех тех героях, которые совершили подвиги. Сегодня отмечаем и видим, этот фашизм обратно поднимает свою голову, и мы все вместе должны с ним бороться. Ключевым событием стала выставка, организованная при поддержке Россотрудничества в Республике Абхазия. Экспозиция представила уникальные плакаты, рассказывающие о подвигах советских солдат и офицеров, внесших неоценимый вклад в разгром фашистской Германии. Посетители смогли ознакомиться с фотографиями и историями героев-победителей, образцами оружия времен войны. Особое внимание было уделено героям Абхазии, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Глубокое впечатление на присутствующих произвела история фотографий без вести пропавшего морпеха Алексея Аршпа, сделанная фотокорреспондентом Семеном Коротковым, которую писатель Георгий Гульян назвал «скорбящая мать всего человечества». Рассказав о сыне героя и вручив матери драгоценную ее сердцу реликвию, фотограф нашел в себе силы зафиксировать столь драматический момент. Спустя 20 лет седая мама встретилась со своим сыночком, навеки оставшимся молодым. Вот так появился знаменитый снимок под названием «Мать». Фотография, на которую без слез смотреть невозможно. Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы, это вклад в сохранение исторической памяти методом воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения к подвигу советского народа. Подобные акции способствуют формированию у курсантов высоких моральных качеств, необходимых для успешной службы в органах внутренних дел. Выходцев с Абхазии принимало участие, очень много погибло. Каждый воин – это отдельная история, отдельная жизнь. Поэтому рассказать, уложиться в такие временные рамки, наверное, было бы очень сложно. Это работа больших ученых, это надо изучать и передавать новому поколению, молодому поколению, чтобы люди знали, чтобы молодежь знала, через что прошли наши старшие, через что сегодня сталкиваются наши братья на Украине, чтобы у нас, не дай бог, такое не повторилось и в Абхазии. Поэтому будем учить, будем передавать, рассказывать, чтобы помнили. Памятные мероприятия стали ярким свидетельством неразрывных связей между Абхазией и Россией, основанных на общей истории и совместной борьбе против фашизма. Абхазы участвовали во всех стратегических, фронтовых и армейских операциях Великой Отечественной войны. На протяжении всей войны в защите каждого метра родной земли мы видим примеры такого единения. Народ Абхазии внес свою значительную лепту на пути к победе. В нашей стране чтят и помнят ветераны. 9 мая в Москве на параде в честь 80-летия Победы будут присутствовать 29 лидеров разных стран. Среди них президент Абхазии Бадра Гумба. В последние десятилетия мы сталкиваемся с попыткой переписать историю, обезличить роль СССР в разгроме фашизма. Помимо угрозы фундаментальных принципов миропорядка, есть здесь и моральная сторона. Глумление над памятью – это подлость. Представление ко Дню Победы стало ярким событием в жизни школы милиции и оставило неизгладимый след в сердцах всех, кто присутствовал в зале. Это был не просто концерт, а урок истории, урок мужества и патриотизма, который курсанты пронесут через всю свою жизнь. Кунда Шова, Камила Джопу, Абхазское телевидение.